Мы продолжаем тему. Кромвель как светляк. Решил я стриму на эту тему дописать еще, но не как руководство к действию, а как реальная практика тех людей, которые играют в эту игру, но и самого обычного такого среднего игрока. Почему среднего игрока? Ну, потому что я средний игрок такой. Мастеров, конечно, мало, и добиваться мастерского результата это, конечно, ежедневные упорные игры или тренировки. Я же обычный игрок, и поэтому хочу показать, если вы человек такого среднего уровня игры, то вы можете посмотреть, скажем, определенный типаж поведения и игры с Кромвелем, как со светляком, да, высвечивать танки с тем, чтобы потом эти танки добивали танкисты вашей команды. Ну, не каждая карта, она пригодна для такого успешного свечения, и тем не менее, давайте мы посмотрим, как можно поиграть вот в этом качестве. Кромвель, у него хорошая характеристика скорости 64 км в час, и, конечно, это ему позволяет бегать, прятаться проворнее, чем другие средние танки. Ну и, конечно, Кромвель может сам подбивать неплохо. У него тоже пробивные характеристики. Не как у тяжелых танков, конечно, он меньше урона приносит, но все равно им можно прямо на ходу легкие танки подбивать без проблем во время свечения. Вот что удобно, да. Вот меня сейчас тут достреливают, ну и не попадают. Ну, попасть тут. Так, это уже мы зашли на край карты. Давайте попробуем еще раз пройтись по какому-то маршруту. Я эту карту не очень хорошо знаю, поэтому бегаю тут на обум, что называется. Попадут, не попадут. И тут дело случая. Вот видите. Да, надо тут их постараться оббежать. Если сумею сейчас убежать, это будет... Да. Это было бы очень хорошо, если бы я убежал, но я не убежал. Ну что, первая наша жертва в этой игре — это Кромвель. Ну, давайте посмотрим, оправданы ли эти жертвы вот в этой карте и в данной игре. Поможет ли это нашим игрокам? Сейчас посмотрим. Очень удобно наблюдать после того, как я подбили за игрой других своих игроков в команде, ну и наблюдать за тяжелыми, за легкими танками, в общем, за всеми, кто играет в эту игру, и делать какой-то анализ игры. Ну вот видите, он спрятался, выжидает, да, вот. Очень интересно наблюдать вот такие моменты. Вот видите, вот да, конечно, это неравный был бой. Танки 8 уровня, они всегда пробьют. Так, я сейчас не могу сказать этот какой, но тот уже исчез. Пока счет 3-2 в нашу, что называется, пользу. Ну и посмотрим. Так, поединок вот этих двух танкистов. Да, сейчас подъехал второй. 5-3. Ну, можно надеяться на какой-то успех. Предполагаемый успех 6-3 уже. Давайте посмотрим. Да, вот видите, уже счет почти сравнялся. 6-5. Очень быстро меняется условия и положение. Ну давай одним выстрелом. Так, он долго заряжается, видимо, да? И повернуться не может. Ну да. Ему там гуслю подбили. Но вот зато урон он наносит конкретный.
И теперь, если попадет по тому танку, то ему, конечно, не сдобровать. И считает уже, да, он идет в открытую и даже не боится. Но 9-5. Надеюсь, что эта игра будет выиграна. И мы посмотрим еще свои собственные результаты свечения этой игры. Вот на таком танке, видимо, можно было бы поиграть. Но я вот не люблю танки, где нет башни, и которые не поворачиваются. Я пытался на них поиграть, они мне не очень понравились. Ну, танки со 2-3 уровня. Вот. Мне больше нравятся танки с башнями, которые можно поворачивать. Во время динамичной игры поворачиваешь влево-вправо. А здесь надо как-то по-другому управлять, и в клавишах не очень удобно играть в них. Это дело, конечно, вкуса каждого человека. Каждому, что называется, свое. И Кромвель мне как танк он очень даже нравится. Почему? Он быстрый. Быстрый такой. Ну, даже на вид он такой эстетично приемлемый. Ну, 13/9. У них танки с 8 уровня. Ну, как и следует, конечно, ожидать, одна арта должна быть. Если, да, вот. Если сейчас арту убрать, то, ну, арта хорошо работает. Это, видимо, арта работает тогда. Да. Видите, дело может измениться. Но арту подбивать на самом деле легко, если подобраться близко, если он даже один. 13-12 уже. Вот это численное преимущество потеряли. Тут базу противника заняли. Смысла как бы я не вижу, можно было бы переиграть их количеством. Ну теперь вот эту вот нашу противотанковую, так как она точно называется там. Ну что, ждать еще 30, да, еще. Так, давайте посмотрим, что это тоже стоит. Единственное, вот это тут двигающийся у нас двигающаяся машина. Так, посмотрим. Там надо добивать арту. Но все, мы выиграли по захвату. Не по очкам, а по захвату. Ну, да. Ну, давайте сейчас посмотрим результаты нашего свечения. Чего мы добились? Ну, результаты практически очень скромные. Раз, два, три, четыре, пять. 5 свечений всего. И по результатам их помощи в уничтожении всего 2 танка. Мы сами успели по гусле стрельнуть, да. И пасть смертью храбрых, что называется. Но давайте на этом мы с вами закончим наше видео. С вами в игре был Тадархан. До следующего свечения на Кромвеле.